Сегодня выспались. Поспали прям хорошо так. А то вчера Иван вообще не спал. Я так пару часиков вздремнул. Погода поменялась. Вчера был морозик такой. Сегодня ветер. Вчера поймали килограмм 5 поймали вчера. Ну, вчера ребята приезжали, кто не приезжал, везде плохо. Везде не клюет рыба. Мало вчера кто поймал и не ловилось. Перемен погоды вот идет. Вчера было солнце с ветром. Сегодня солнца нету и вот ветрище, снег идет. Вчера набирали воду на чай, что-то вода невкусная. Смотрю, до этого чистили картошку. И поэтому, наверное, из-за этого вода что-то невкусное. Рыбу чистили, картошку чистили, мыли. Иван тоже. Доброе утро. Доброе утро. Боцман. Вон он. Часть команды. Давай. Жареного хрюска. О, хорошо. 5 часов езды на снегоходах до этих мест. Летом, осенью, по крайней мере, здесь были. Рыба ловится. Кстати, ветер сломала берег. Сейчас мы здесь пробурим вот так. И тут плюс еще захватим. Снег перестал идти. Хорошо. Печка топится. Начинаем рыбалку с разбурения. Бурим. Ножи тупые уже, но бурит еще пока. Пока бурим. Сегодня, конечно, ветер сильный. Не хочет. Рыба должна здесь стоять. Глубина хорошая. Так, время уже у нас 12 час. Рыба не ловится нигде. Еле-еле, там чуть-чуть, там чуть-чуть. Приехал на вчерашние луночки.
только уже с червяком. Поставим червя. Наверх поставим мы штучки 3 опарыша. Забыл положить возле печки, чтобы они были поагрессивней. Подзамерзли, еле-еле шевелятся. Ничего страшного. Коробочка. Опять же наша прям такая хорошая. Так. Все. Леша в кадре. Сработал на червя. Кровит давление. Нет, так он отколотил там. Бери, будет, пробури до него, пока там не... Все не пробури. Вот поймали мы такого хорюска. Рулеточку достаем. Сколько здесь? Сантиметров, наверное, 15. Чтобы понимания было, какого хареза нужно вообще ловить. Как мы меряем? Мерится вообще не до конца, то есть не с головы до плавника края, а вот именно до чешуи. Правильно как? Получается 22 сантиметра. Этот харез 22 сантиметра. По ту сторону Уральских гор можно ловить 23, но у нас почему-то 22. Ой, 28. Ну, это маленький, действительно. Ну, маленький. Куда его брать? Глаз подтек. Потекший глаз. Знаешь, мы его отпускаем. Рулетка стоит 100 рублей, 110. Я думаю, что это нужно приобретать, и чтобы, по крайней мере, вас за 1000 рублей, за 900 там, с копейками не оштрафовали вот за такого хареза, которому нужно еще жить. Которому нужно жить и жить еще. А за 1000 рублей у вас административное нарушение, правонарушение, штраф. И за 1000 рублей за одного хареза можно купить такие 3 хорошие блесны, которые вас будут радовать такой хорошей рыбой. Как бы вот так. 28 сантиметров и, в принципе, по большому счету, ну, я думаю, что это
Грамм по 200 где-то хариусу это, ну, это нормально. Не маленький. Вот и был 22 сантиметра. Ну, маленький еще. Куда я таких брать? Стыдно. Если каждый так будет мелочь все забирать, ничего не останется. В любой речке. Так, пробежался 10 лунок. Одного поймал. Такого зачетного. И вот один незачетный. Идем дальше. Вот только что попался. Красавец такой. Чуть побольше. Но чувствую, тоже мы будем его отпускать. Тихо. Ну вот так, да, такой же. 22 сантиметра. На червя. Маленький, да. Вкусный, но маленький. Кровит. Все, в родную стихию давай. Ох, ушел. Линейка выручает. Была такая поклевка крупного хариуса. Уколол, наверное, я его. Так прям загнул мне его. В смысле кивок. Ух. Жалко. Я уколол. Только опустил, прям как ударил. Леша ездит. Хариус, рыба. Так ударил сейчас. Такой поклевка была такая хорошая вообще просто. Прям, ну я еще уколол, прям. Ну, с места сдвинул чуть его. Ну, хороший хариус был. Все, не подойдет уже. Блин, вообще. Попадается, он рулеткой мерю, отпускаю. «22 сантиметра, 23 такие хариуза». Попробуй пройдись. Тени не пробовал, Леш. Дальние. Да? Ну вот дальний, который с самого начала, где я бурил. Там поклевки были с утра у меня, но я не вытащил. Ну видишь, неактивный он. Блин, какая глубина здесь. И кровяной, кровит весь. Весь кровит хариус. Вот сейчас, по крайней мере, с утра там один всего кровил, а сейчас достаешь, все кровоточат. Прям давление у него сегодня. Поэтому и клюет так, наверное. Что, ветер целый день. Ветер, завтра должна быть чуть ли не плюсовая температура, говорят. Да. Ну здесь, наверное, будет, наверное, может быть, -2, может быть, 0 градусов. Давай я сверху пойду. Давай, конечно.
Помню летом, не летом говорю, осенью стоял возле маленькой лиственницы наклоненной, закидывал бомбарду, а это деревянный поплавок с мушками. 10 забросов, 9 штук поймал я. То есть рыба, и то не клювала, потом время пришло, и как начал молотить, колотить он. Уже плетенка замерзает, уже минус, а он бьет. Классно, конечно. Ночевали мы вот здесь с Михаилом. Он сейчас делось ходит. Лосем все истоптано. Хорошее место. И обзор. И кушает веточки вот эти. Так что как-то так. Не клюет. Пробурил лунок 15, наверное. И заводь. И заводь, где тишь. И течение. И границу. Минут 30, наверное, все ушло. Пусто, не берет. Сейчас брал поклевочка. Еле-еле он ее. Неактивный вообще абсолютно. Ноль. Бывает и такое. Сегодня рыбалка никакая. Время уже 11 минут 5. Просто не клюет рыба. Ну и время уже, хотя время сумерки, через час должна клевать еще. Давление, каждый второй хариус кровит. Болеет. Не только у людей. Это на погоду, у рыбы тоже. Алексей он зондирует. Собака он выгоняет чужого. Чужой. Что, не хочешь, да, это? Да все уже, наверное, на сегодня. Поймал этот? Ну, то же самое здесь. Не клюет, не активный он. Первая рыбалка, по крайней мере в этом году, что мало вообще рыбы. Давай. Не клюет, не клюет. Ну, мы не останавливаемся. Мы идем и пробуем дальше. Ну что, что не клюет? Не весь хариус не клюет, какой-то кормится. Какой-то активный. Который посильней.
Сегодня целый день ветер, ветер. 0! Иван спрашивает, что у меня. У меня одна Оба! У меня вот он, смотрите. Господи. Да как он будет клювать, смотрите. Я его засек под хвост. За хвост. Ну что это такое? Ух. Первый раз, между прочим, в жизни хватаю хариуса за хвост. Оба. Ну, блин. За хвост. Прям. Как он мог попасться за хвост? Видно, наверное, да? Вообще. Я надеюсь. Позвоночник не задет. Как ты смог попасться за хвост? Где твои... Где твои старшие братья и сестры? А? Его можно съесть? Тебе съесть? 3 желания? Все готов? Представляете, жизнь или смерть? Блин, вообще. Конечно, мы отпустим его. Конечно, жизнь. Ну, удовольствие есть. Удовольствие двойное. Поймал и еще отпустил. Это того стоит. Ветер потихонечку стихает. Порывистый ветер. Иван машет мне рукой. Говорит, не клюет. Опять же, результат рыбалки. Сколько ты пробудешь лунок, сколько ты будешь его искать, столько ты поймаешь. Если быть пассивным, не бурить, или не будет рядышком товарища, который это будет все делать, то домой ничего не привезешь. И по этому принципу не живут, а рыбачат очень много рыбаков. Кто это смотрит видео, они поймут, кто они. Те, которые первые или вторые. И всегда, по крайней мере мне, по кайфу, в удовольствие, когда, конечно, отрабатываем мы все вместе. Делаем одно дело, то есть ловим, готовим, отдыхаем, все в меру, все одинаково. Если кто-то, как бывает очень часто, один бурит мотобуром, ручным буром, а другие ребята, такие, они самые грамотные, они самые умные, идут по этим луночкам, да. Классно, они все рыбаки, они умеют рыбу ловить. А зачем нам бурить, когда есть парни, которые бурят? Раз, дело это общее, мы же всю рыбу поровну поделим. Какая разница, кто бурит, а кто ловит? Да большая разница. Мне хочется очень тоже бы пробурить и в эту лунку закинуть удочку и поймать то, что там, где я пробурил. Есть мотобур, есть бур. Бурите, ребят. И это вот кто посмотрит это видео, наверное, должны понимать, что очень много трений таких. Вот у меня, по крайней мере, почему я должен за троих, там, за четверых бурить, а кто-то будет просто сходить и макать. Да каждый должен пробурить и просто помакать. В смысле, окунуть удочку.
Не надо там выезжать, что вы там самые умные, самые такие там ребята. А кто-то там должен за вас что-то делать. Все должно быть обоюдно, поровну. Тогда будет отдых. По крайней мере, это у меня, может, у кого-то по-другому. Кто-то любит, может быть, просто бурить и не ловить. А кто-то любит ловить, но не бурить. Я не знаю. Я люблю. Я пробурил, что товарищ пробурил, товарищи пробурили. Вместе половили, вместе отдохнули. Все должно быть обоюдно. Все. Рыбалка, наверное, закончилась. Но добиваем луночки. Когда мы приехали, только вчера, я 3 лунки пробурил, сразу поймал 3 штук. Думал, будет клев, супер-супер. А нет, не клюет так. О, клюет, клюнул. Сейчас будет поклевка, должна еще быть. О, этого берем, этого берем. Блин, ну опять маленький. Опять маленький. Опять отпускать тебя. Блин, какие у него добрые глаза. Что он думает? А? Что? Ну, я не дрощу. Он говорит, Ваня мне говорит, хорош дрощить. Я не дрощу, я отпускаю. Сколько он? Ну, тоже 22 сантиметра, наверное. Вижу, что не наш хариус. Да, это побольше. Мерим. Ну, 23 сантиметра пускай. Это можно ловить его за Уралом можно, но здесь у нас нельзя. Давай, отдыхай. Кто-то ловит рыбу, а кто-то занимается тоже делом, между прочим. Думал, Иван ничего не делает, а он учится. Коротким топором работает. Учится рубить дрова. Когда же надо начинать. Сейчас я накрою, спрячу снегоход. Вот одеялка. С собой беру это одеяло и снегохода. Мы сами же любим укрываться, будет теплее. И для снегохода тоже. Значит, все заберем. Удочка. Поменяем и кивок на старый, который поломанный, потому что кивок очень легкий и прям невозможно. Ну и прям не хочется ловить даже на нее. На эту удочку даже сегодня не ловил, хотя она самая такая результативная у меня. Но из-за кивка просто отпад надо, не знаю, там. На каждую мормышку нужно, каждый кивочек должен быть своей жесткости. Кивок очень легкий, вроде бы жесткий, кажется, а ерунда. Должен быть жесткий кивок. В общем, под каждую мормышку должен быть свой кивок. Так,
Рулеточка сегодня нас спасла. Штук 15 сегодня хорезов отпустил я. Чуть-чуть мы взяли, но очень мало. Так, все, закончили. Сейчас мы поменяем ножи на мотобуре, заправим его, наверное, сегодня прям подготовим все. Не надо, мало ли отогревать, чтобы бензином не стоял. А, да? О, Иван говорит, не надо, он завтра будет все делать. Завтра, говорит. Правильно? Ну потому что он с бензином будет отогреваться, зачем? Угу. Ну да, тоже верно. Категорически отвратительно. Да. Пораньше вас подниму. Сделали рыбку, Я- скороспелочку. Я вас пораньше. А где она? Скороспелочка? Да. А это? Уйди отсюда. Скороспелочка. Пройдемте. Ручки помыть. Надеюсь. Руки у вас помыть, надеюсь. А здесь свет у нас? Свет не горит? Еще рано. Рано, еще световой день. Сейчас я почищу картошки. Садись давай. У тебя нет стаканов под чай? А, мне термос сейчас принесу. Термос у меня здесь, стаканы где-то только. Ну, мы понимаем же друг друга. Кто здесь? Борщица наварил. Вон Иван наловил тоже хорезков. Молодец. Заходите, Виталий. Сейчас, хорошо. Ой, пахнет как. Вот супец. Да, здесь не видно просто. Да, мы стараемся сейчас все скрытой камерой. Картошечка. Печечка. Виталий, хорошо, плохо идет. Иван достает. Хотел домой увезти, ну ладно, не важно. Ах, собака у нас под нарами, да? Так, откинь тогда эту чурку, эту раз закрыли дверь, кто-то споткнется, налегнется на эту сучку. Ух. Петрюган такой. Виталий, слушай, сюда, сюда. И наша собака. Боцман. Ой, красавчик у нас. Красавчик. Палатки мы троем. УП-5, да, называется? Это два. Если УП-5, тогда побольше. А, не, УП-2 это, если говорят, что это на двоих, это ерунда. Как минимум на троих. С нами боцман. Повесил свой сюртук на спинку стула музыкант. Расправил нервной рукой на шее черный бант. Вон, что И счастливый, он. а лютый ненависть. Музыки. Ты только улови. Жарко очень, конечно. Твои года. Зачем явился ты на свет? Ты помнишь, не всегда. Не включай печку.
все живое, скрытое в тебе разбудит. Если ты Всё. еще не слишком Шкампьон. Да-да-да-да-да. несчастный и счастливый, А добре. Вот морожки, кстати, между прочим. Блин, плохо видно так. что творит, На что мы здесь ловим? на твоей земле, все в этой музыке. А у нас получается, Ваня, картошечка, сушенка, да? Нет, с котлетами А, извиняюсь, из котлеты. оленины. Мгм. Сейчас последний пик. Да. Последний пик моды. Жарить картошку с оленятиной. Классно, классно, классно. Хлебнул вина, лишь горечь на губах. Все.